Ночь на вторник с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь долго молился. Потом призвал мальчика и велел принести из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Заметив, что обуглились лишь углы у тетрадей, Гоголь вынул связку и развязал тесемку. Затем снова уложил листы так, чтобы было легче взяться огню. Долго сидел на стуле, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Мальчик плакал и говорил: «Что это вы сделали?» «Тебе жаль меня?» — спросил Гоголь. Поцеловал мальчика и заплакал сам. В 1828 году Гоголь закончил Нежинскую гимназию высших наук с правом на чин 14 класса. Через несколько месяцев он осуществит свою давнюю мечту – переезд в Петербург. Сильно волновались молодые люди, подъезжая к столице. Они, как дети, беспрестанно высовывались из экипажа посмотреть, не видны ли огни Петербурга. Когда, наконец, замелькали вдали эти огни, их любопытство и нетерпение достигло высшей степени. Гоголь даже отморозил себе нос и схватил насморк, беспрестанно выскакивая из экипажа, чтобы лучше насладиться вожделенным зрелищем. С юношеских лет Гоголь, по собственным признаниям, чувствовал присутствие в себе богатых творческих сил. Был уверен, что призван совершить в жизни нечто крупное и выдающееся. Он мечтает о государственной службе, о полезной и славной деятельности на пользу Отечества во имя счастья и блага граждан. Он привез с собой несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам и, конечно, был уверен, что они немедленно откроют ему пути к заветной мечте. Но, увы, тут снова ждало его горькое разочарование. Покровители или сухо принимали молодого неловкого провинциала и ограничивались одними обещаниями, или предлагали ему самые скромные места на низших ступенях бюрократической иерархии, места, которые немало не соответствовали его горделивым замыслам. Он пробует поступить на театральную сцену, но тоже безуспешно. Принужден я снова просить у вас доброе, великодушная моя маменька вспомоществование. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более. Дайте мне только еще несколько времени укорениться здесь, тогда, надеюсь, как-нибудь зажить своим состоянием. А денег мне необходимо, нужно теперь. Мечта ничтожна, упоительна. Скажите, кто рассудку верен, чья против зол душа тверда, кто вечно тот же завсегда. В несчастье кто не суеверен, кто крепко не бледнел душой перед ничтожной мечтой. Это идиллия в картинах Ганс Кюхельгартен. Гоголь выпустил ее, подписавшись Аловым. Он издал идиллию за свой счет.
и прибегнул к мистификации, сопроводив ее предисловием, будто бы от издателя, решившего споспешествовать ознакомлению читателя с созданием юного таланта. Знакомые или совсем ничего не говорили о Гансе, или отзывались о нем равнодушно. А в московском телеграфе появилась коротенькая, но едкая заметка Полевого, что идиллию господина Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот первый неблагосклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души. Он бросился по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев все экземпляры своей идиллии и тайно сжег их. Итак, я решился. Но к чему? Как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии. Не огорчайтесь, добрая, несравненная Маненька. Этот перелом для меня необходим. Я имею дурной характер, испорченный, избалованный нрав. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвет силой души в вечном труде и деятельности. И если я не могу быть счастлив, по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Теперь вы, почтеннейшая моя Маненька, мой добрый ангел-хранитель, теперь я прошу вас сделать для меня величайшее задолжение. Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В сентябре 1831 года выходит из печати первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Книгу ждал ошеломляющий успех. Посылаю вам, дорогая маменька, небольшую книжицу. Она плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Здесь она понравилась всем, включая государыню. В один вечер сидели мы в ложе Большого театра. Вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь. С веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами «Здравствуйте!». Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нему ложу Ефремов. Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто это у нас? Это Гоголь!» Ефремов, выпучив глаза также от изумления и радости, бросился в кресло, сообщил это новому спокойному Станкевичу, еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь! Гоголь!» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, но, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал. От
1831 до 1836 года Гоголь почти сплошь прожил в Петербурге. Только 2 раза удалось ему провести по несколько недель в Малороссии, да побывать в Москве и в Киеве. Это время было периодом самой усиленной литературной деятельности его. Не считая разных журнальных статей и неоконченных повестей, он в эти годы выпустил 2 части «Вечеров на хуторе», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Портрет», «Женитьба», «Ревизор», первые главы «Мертвых душ». Успех «Вечеров» закрепляет за ним славу клоуна, комедианта. Его серьезную комедию нравов «Ревизора» превратили в карикатуру, фарс. Чиновники считали пьесу либерально-революционной, находили, что ставить подобные вещи на сцене значит прямо развращать общество. Журналисты обвиняли пьесу в нелепости и неправдоподобности содержания, в карикатурности характеров, в циничности и грязной двусмысленности тона. Гоголь был сильно огорчен и разочарован. Его любимое произведение, от которого он ждал себе славы, унижено, заброшено грязью. Он решил уехать за границу. Надо было избавиться от мучительных противоречий или, по крайней мере, ослабить их. В июне 1836 года Гоголь сел на пароход, отправлявшийся в Любе. Поездив по Германии, он сделал путешествие по Рейну и оттуда направился в Швейцарию. Затем Париж, Рим, Мадрид, Неаполь. Видел Гоголь немало, но впечатления его от Европы были тусклы. Он мечтает увидеть Иерусалим, но в каждом случае по разным причинам он вынужден откладывать эту поездку. В сентябре 1839 года Гоголь возвращается на родину. Ему становится все тяжелее и тяжелее находиться в России. Какое странное мое существование в России, как тяжелый сон, когда б скорее проснуться. Ничего не люди, встреча с которыми принесла бы радость, ничего не в состоянии возбудить меня. Несколько раз брался за перо писать к вам, и как деревянный стоял перед столом. Казалось, как будто застыли все нервы, находящиеся в соприкосновении с моим мозгом, и голова моя окаменела. Все написанное ранее кажется ему несерьезным, не дотягивающимся до той высокой планки, которую он ставит сейчас перед собой. Первая, уже оконченная часть «Мертвых душ» представлялась ему тогда лишь бледным преддверием той великой поэмы, той, что будет способна помочь людям узреть то духовное и великое, что есть в них самих. Если только Бог поможет произвести все так, как желает душа моя, то я сослужу службу земле не меньше, чем самые благородные люди на других поприщах. В 1845 году он в первый раз сжигает уже написанный и готовый к изданию второй том «Мертвых душ». Не мое дело решать, в какой степени я поэт. Знаю только то, что прежде чем понимать значение цели искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. Оно стало главным и первым в моей жизни, а все прочее вторым. Все совершалось как бы независимо от моего собственного произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Уже давно занимает меня мысль большого сочинения, в котором предстало все то,
что есть и хорошего, и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы перед нами виднее свойства нашей русской природы. Чище горного снега и светлее небес должна быть душа моя, и только тогда я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования. Мать Гоголя, как отмечается многими его биографами, отличалась глубокой набожностью. Любимым занятием в семье было посещение монастырей и других святынь. В своем доме Гоголь, несомненно, слышал многочисленные рассказы странников о Святой Земле и читал книжки об Иерусалиме, выпускавшиеся для народа. Это также отразилось потом в его ранних произведениях. «Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, — книгу «Путешествия коробейников ко святым местам»? Истинное услаждение души и сердца. Теперь таких книг не печатают. Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Подлинно его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме». Иван Федорович Шпонька и его тетушка. Входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого. Наконец меня благословили. Теперь я могу объявить, куда я еду. К гробу Господню». Гоголь просит всех молиться о приготовлении к этому путешествию и о благополучном завершении его. Он даже составляет и рассылает молитву о себе: «Боже, сделай безопасным путь его». В конце 1847 года Гоголь перебрался в Неаполь, а оттуда в январе 1848 года сел на корабль, который должен был привезти его через Мальту в Яффу. Страх и тревога наполняли сердце его. Никто из знакомых не ехал с ним. Он был один среди чужих, а при слабости его здоровья, при его мнительности, это усиливало его волнение. Он принимал это волнение за доказательство слабости своей веры и вдвойне страдал от него. Морская болезнь страшно измучила его, и он чуть живой высадился на берег. Видел я, как во сне, эту землю. Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровождении и пеших, и конных провожатых. Гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу и льду моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником. В полдень колодец, выложенное плитами водохранилища, осененные 2-3 оливами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте уже не синим, но медным от заходящего солнца 5-6 пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима. И вот Гоголь проходит по местам земной жизни Спасителя, говеет и приобщается святых тайн у гроба Господня, а также молится за всю Россию, подобно своему далекому предшественнику, игумену Даниилу, первому русскому паломнику, который в начале XII века принес ко святому гробу лампаду от всей земли русской.
скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбие. Вот он, весь результат. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною за тем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя. Я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря. И при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно было во мне сгореть и остаться одно небесное. Лицо его носило отпечаток перемены, которая впоследствовала в душе его. Прежде ему сны были люди, но он был закрыт для них. Одна ирония показывалась наружу. Она колола их его острым носом, жгла его выразительными глазами. Его боялись. Теперь он сделался ясным для других. Он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. Последние годы жизни Гоголь прожил в аскетической бедности и бездомности. Но дух его, несмотря на развивающуюся болезнь, был светел, и духовное состояние радостно. Гостя у Александры Осиповны Смирновой, он шалит и возится с детьми, которых обожает. Путешествуя на долгих, он то и дело выскакивает из экипажа, бегает по полям, собирает цветы для гербария сестры. С новой силой и вдохновением он работает над второй частью «Мертвых душ». Александра Осиповна Смирнова, вспоминая прочитанные ей Гоголем главы второго тома, говорила, что в ее воображении первый том совершенно побледнел перед вторым. Здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух. К февралю 1852 года Гоголь завершил второй том «Мертвых душ». Ночью Гоголя охватил страх за свое заветное произведение. Ощущая всегда долг перед Создателем, одарившего его талантом, он испугался, что на самом деле поэма нашептана ему дьяволом, что писание его вместо пользы, вместо приготовления людей к жизни вечной, окажет на них дурное, растлевающее влияние. Он всеми помыслами старался найти идеальное и святое в русской жизни и указать пути к нему. А удаются петухи, Кошкаревы, Бетрищевы. Второй том «Мертвых душ» был вновь уничтожен. Через 9 дней Гоголя не стало. Последние написанные им строчки были: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце своем полученный урок?» На родине писателя местные крестьяне долго не хотели верить в смерть Гоголя, и среди них родилось предание о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим, и там молится за них, за всю Россию, за всех нас.